сегодняшний день подготовлено порядка 10 тысяч открыток с надписью «За счастье жить благодарю». И мы уже знаем, что все открытки доставлены до каждого почтового отделения. И мы уже знаем, что они будут уже с 1 марта мы будем стартовать эту акцию. Сегодня в преддверии вот этой акции мы сегодня встречаемся за круглым столом. Все данные мы собираем со всех отделений почтовой связи, еженедельно передаем в медицинскую палату. И в итоге у нас получилось, что порядка около 5000 писем, открыток было отправлено нашими жителями. Конечно, было очень интересно, людям это очень понравилось, и, конечно, очень приятно, что мы данную акцию продолжаем. Хочу сказать, что в 2013 году нашу акцию подхватили другие регионы. И также совместно, это Смоленская область же была, да? Смоленская область и совместно с Почтой России они провели тоже такую же акцию. Когда новые технологии, профессионализм специалистов и душа пациента объединяются, вот тогда человек живет. И, наверное, в этом самая главная задача социального проекта, чтобы мы обогатили друг друга, радуясь за то, что в последнее время в нашей медицине применяются такие, классные, будем говорить, да, методики, когда человек может и на коляске участвовать в чемпионате Европы или вот Паралимпиаде, да, когда наши маленькие ребятки с ДЦП могут не просто петь на сцене, а найти свою профессию и в дальнейшем себя обеспечивать. Это важно, когда около тебя специалист, который старается по-человечески понять. Заострить внимание, да, и предоставить слово. Здесь присутствует Петров Назарий Иннокентьевич, да? А он, с одной стороны, врач непосредственно, а с другой стороны, сейчас занимается продвижением престижа врача, медицинской службы. И поднимал вопрос именно отношения пациента к врачам. Да? Во-первых, я хочу поблагодарить Екатерину Дмитриевну за такие теплые слова о нашей медицине. И хочу напомнить вам, что во исполнении указа главы Егора Борисова номер 1371 от 22 августа 2016 года о вежливой медицине, вкратце, да, нашим ведомством принято нормативные правовые акты и проделана большая работа, которая состоит из 3 направлений основных. Это внедрение единого стандарта поликлиники, первое. Второе – это принципе вежливой медицины. И третье – создание уникальных единых центров поддержки и сопровождения пациентов, которые являются ноу-хау якутского Минздрава и якутского здравоохранения. Нигде в России таких центров нету. Сотни тысяч людей уже на сегодня ощутили пользу от этих центров. Польза состоит в том, что любой житель нашей республики, будь то оленевод из отдаленного стада северного района или из центральной Якутии, может позвонить на единый центр 507-300 и воспользоваться услугами. Это не только консультация, но и конкретная помощь, например, для того, чтобы попасть на прием к врачу, пациент может записаться через данный центр, или если у него имеется тяжелая болезнь, требующая лечения в условиях федеральных клиник, он также может поговорить с специалистами и по защищенной сети «Медведь» отправить все необходимые документы из своего отдаленного арктического района сразу прямиком в центральную федеральную клинику. Это очень удобно. Кроме медицинской помощи, данный центр может помочь забронировать этому оленеводу место в гостинице непосредственно близости от клиники республики или федеральной клиники. Это очень удобно для людей, кто живет далеко и не имеет родственников и возможности проживания в условиях города Якутска. И благодаря такой работе нам удалось достичь
высоких показателей удовлетворенности медицинской помощью населения. Например, по последним данным, удовлетворенность населения медицинской помощи в условиях амбулатории составляет 88%. Это довольно-таки высокий показатель. Эта информация общедоступна, и по всем больницам имеется такая статистика, и вы можете ознакомиться с ней на сайте Министерства здравоохранения Якутии и на сайтах всех больниц. Несмотря на такой прорыв, да, в взаимоотношениях врач-пациент со стороны медицины, у нас вежливая медицина работает, а со стороны пациентов, к сожалению, мы наблюдаем некультурное отношение к врачам. Например, за прошедший год зарегистрировано 10 случаев нападения на врачей, нанесения побоев. И даже вот последний вопиющий случай с обстрелом из автоматической винтовки, это очень серьезное оружие, карета скорой помощи. Только благодаря счастливой случайности никто не пострадал. Этим карабином можно добыть и медведя, но он не попал, поэтому никто не пострадал. И, конечно, формирование образа врача и общественное мнение в отношении к медицинским работникам имеют средства массовой информации. К сожалению, некоторые СМИ очень любят такие заголовки, как кричащие громкие заголовки. До решения суда свои доводы приводят о том, что виноваты врачи и так далее. Хотелось бы тоже обратить на это внимание, что не только пациенты, но и СМИ формируют мнение пациентов к врачам. У нас более 20 лет работает это общество онкологов, да, и председателем является Иванова Феодосия Гаврильевна. Но сегодня у нас будет представлять Туяра Егоровна, пожалуйста. От имени общества онкологов я бы тоже хотела поблагодарить организаторов данной акции, да, потому что вот повышение престижа профессии на данном моменте необходимо. Отношение все-таки к врачам, оно формируется у населения благодаря все-таки средствам массовой информации. Да? Поэтому вот если мы будем проводить подобные акции, если мы будем все-таки какую-то более-менее положительную информацию о работе врачей, пропагандировать все-таки, да, мне кажется, врачам будет легче. Каждый день они сталкиваются с очень тяжелыми пациентами у нас в онкологическом диспансере. Да? Я вижу уровень их все-таки вот выгорания, эмоционального состояния, и могу сказать, что они работают во благо здоровья людей. И каждый из них понимает свою ответственность за здоровье каждого человека. Хотелось бы, чтобы все-таки и жители республики понимали это и поддерживали со своей стороны наших медицинских работников. Тут и Назарий Иннокентьевич сказал, и у нас и Туяра Егоровна сказала, вот именно роль средств массовой информации. Поэтому, Мария Афанасьевна, пожалуйста, газета «Якутия», Мария Афанасьевна Павлова. Хочу от лица журналистов, наверное, поприветствовать вас всех. Конечно, брать такую ответственность на себя за то, что вот отношение общественности к врачам создается именно нами, журналистами, это довольно тяжело. Конечно, мы не пишем таких страшных историй, как некоторые себе позволяют. Допустим, в любой истории мы пытаемся рассмотреть обе стороны. И такого вот огульного, скажем, что журналисты прямо ненавидят врачей, такого я в своей жизни как бы особо не видела никогда. Возможно, есть какие-то злоупотребления и с разных сторон. Мне очень нравится эта акция. Здорово, что она проходила, получается, очень давно. Жалко, что она не каждый год проводилась, но надеюсь, что отныне она будет проводиться всегда. У нас в газете была рубрика, называлась она «Чудесный доктор». И вот там мы описывали как раз-таки вот эти благодарности, примеры врачей, которым были благодарны пациенты. И вообще я эту рубрику очень хочу вести постоянно.
потому что очень много людей приходит благодарных пациентов, и вот, извините, вот на то, чтобы публиковать их благодарности, не хватает никаких площадей, ни одной газеты этого не хватит, наверное, даже если захотят. Но сейчас, ну, посредством того, что есть интернет, я так думаю, что у нас заработает скоро проект по здравоохранению в Сахамиде, и мы будем собирать такие вот подобные акции, и, возможно, даже, ну, позаимствуем кое-какие идеи у вас, будем дружить и вас поддерживать. До населения, до людей, что именно надо участвовать, надо проявить свою, ну, как бы, да, гражданственность, гражданский долг. Гражданскую ответственность. Да, пожалуйста. Добрый день, я представляю медиагруппу «Сетим». Ну вот я хотел бы чуть-чуть рассказать предысторию вообще этой акции. Да? Первая подобная акция прошла в 2012 году совместно с Почтой России, Северо-Восточным федеральным университетом, и называлась она «За свой успех благодарю». Да, и, кстати, мэрия тоже участвовала. И вот тогда открытки отправляли своим преподавателям, учителям, и акция очень хорошо прошла. Множество людей приняли в ней участие, и на следующий год, получается, вот в 2013, да, было решено провести уже вот, ну, акцию медицинского характера «За счастье жить благодарю». И вот совместно с Почтой России, с Министерством здравоохранения, ГБУ номер 3, у нас вот прошла очень хорошая акция, и мы очень рады, что в этом году, по прошествии уже 4 лет, акция приобрела уже более широкую масштабность, она уже прошла в нескольких регионах России. Ну и мы очень рады, будем поддерживать ее изо всех сил в этом году тоже. Ну и надеемся, что успех будет еще лучше. Врачи, помимо своей профессиональной деятельности, они сталкиваются каждый день с человеческим фактором. Это простым, обычным человеческим отношением друг с другом. И сейчас вопрос уже, мы начинаем развиваться, мы уже все цивилизованные люди. И сейчас уже вопрос стоит о вежливой медицине. Это этика и деонтология. Этика — это когда человек начинает изнутри из себя, и деонтология — это уже взаимоотношения наши, как человек с человеком. И мы столкнулись с тем, что помимо того, что как человек, даже вот когда проводили опрос, здесь оценивается не качество оказания медицинской помощи, а отношение врача к пациенту, или же наоборот, пациента к врачу. То есть этот человеческий фактор играет огромную роль. И я бы еще хотела сказать, как молодой специалист, на самом деле такие мероприятия, они и нас тоже, как молодых специалистов, мотивируют. Почему? Потому что мы уже знаем, мы наслышаны, как сложно быть врачом. И мы, когда поступали в институт, с большим желанием поступали помогать людям. Почему? Потому что основная цель наша — это вылечить больного человека, это помочь больному человеку. И сейчас нас, вот я считаю, что эта акция будет и мотивацией для молодых специалистов, и вторым вдохом для людей, которые имеют огромный опыт, которые вот сказали, что они выгорают, эмоционально выгорают, и действительно вот текучка, которая каждый день человека очень нагружает, и такие акции, очень такие положительные, очень эмоциональные, позитивные акции, они будут взбадривать наоборот и помогать людям дальше работать, как это будет, наверное, как свет в темном туннеле, можно сказать, да, то есть за огоньком, за таким светлым. И сейчас вот сейчас и год молодежи, и год доброты. Сейчас у нас торжествует доброта, мы об этом уже думаем, и мы хотим, чтобы везде был мир во всем мире. Мы за это болеем и очень надеемся, что эта акция будет идти, продолжаться, и наша общественная организация, она будет всячески поддерживать эти мероприятия. Спасибо. В других городах России и даже за рубежом, возможно, имеется, потому что я опубликовал статью про благодарных жителей Санкт-Петербурга. У них история спасения сына, семья Макаровых. Сын приехал в командировку и упал на улице от разрыва аневризмы. Это инсульт, кровоизлияние в мозг из-за разрыва сосуда. И ему помогли прохожие люди и доставили своевременно в больницу. В больнице выполнили две наисложнейшие операции Центра экстренной медицинской помощи. И этот человек, молодой человек,
35 лет ему было тогда, не только выздоровел, но и ушел на своих ногах от инвалидности. И последний случай, более свежий, про спасение нашими специалистами военнослужащих из разных городов России при авиакатастрофе в Текси, Булунского района. Вот это имеет очень большое значение, то, что нужно такие же открытки, может, сотрудничество, может, с другими филиалами Почты России разослать в другие города, потому что я публиковал статью про булунский случай и во всероссийских медицинских порталах. Эти публикации вызвали большой общественный резонанс, и нашлись даже родственники военнослужащих, которые благодарили врачей наших, якутских, из других городов России. Они уже пошли на поправку, отпраздновали 23 февраля. Вот, пожалуйста, нужно, наверное, тоже сотрудничать с другими филиалами, чтобы открытки наши разослать им. Где-то в октябре прошлого года мы летели из Москвы с командировки в Якутск, и одному из пассажиров, у него случился эпилептический приступ. Нашлись пассажиры, они все имели медицинское образование, они очень разного возраста были, врачи, и они в пределах часа восстановили здоровье человеку, сделали все, чтобы самолет не посадили, это во-первых. Во-вторых, девочка молоденькая, вот на таких каблуках, девочка, красавица, умница, да, спортсменка, никак не профессионал как-то не воспринималась она, пассажир обыкновенный, да, вроде из толпы. И она быстро мобилизовала врачей, которые около нее были. Сложилась такая команда, такой коллектив, что человека, во-первых, он уже через 40 минут сидел, дышал и жил, а во-вторых, пассажиры совершенно никак не отразилось на это. Вот меня удивил профессионализм. Молоденькая такая, модненькая вся, вышла и такую ситуацию разрулила. Это было удивительно, потому что потом, когда мы уже сели, приземлились, мне все равно это осталось. Я подошла и говорю: спасибо вам большое. Даже не спросила, как ее зовут и все. Но она сказала: я работаю РБ-2. И это было приятно, потому что это наша республика, наши профессионалы, наши специалисты. Престиж врача мы должны повышать. И, конечно, отношение людей, гражданского общества, врачам, учителям, социальным работникам, оно всегда было актуально. Да? И в советское время мы, когда были детьми, открытки своим матерям, отцам, родственникам, друзьям отправляли, учителям, да, и это должна культура была. И эта культура должна у нас и в новейшей истории России, где мы живем, оно должно иметь свое продолжение. Большая награда для врача — это признание пациента, людей. Оно должно быть. Спасибо за внимание, всем успехов, счастья и добра. И мы надеемся, что во всех средствах массовой информации, которые сегодня присутствуют, да, которые и в социальных сетях, мы просим вас поддержать. С 1 марта по 31 мая мы проводим такую акцию.